Утро Якутии в эфире. Вы смотрите телеканал Якутия-24. Вместе с вами встречаем понедельник, 17 июня. На часах 7:00. Значит, вместе с нами, если вы пробуждаетесь, все у вас сегодня обязательно получится и будет все очень хорошо. Меня зовут Павел Танин. И вместе с командой нашей программы, как всегда, приготовили много всего интересного, о чем будем говорить в течение почти что часа. Во-первых, поговорим и про наш самый любимый инструмент музыкальный хомус. Затронем тему путешествий, в частности, казусов, из-за которых у вас не получается в них поехать, но путевка уже оплачена. Что же делать в такой ситуации? Ну и поговорим с гостями на очень важные и интересные при этом же темы. Поэтому оставайтесь с нами, встречайте утро вместе с нами. И, я напомню, все у вас в течение дня будет хорошо. Не забывайте при этом про наш телеграм-канал, в котором тоже много всего интересного в течение дня выходит. QR-код вы можете наблюдать на экране. Отсканируйте его при помощи смартфона и в наш канал попадете. Подпишитесь обязательно, потому что часто мы подарки какие-то дарим, и ключевым фактором в получении этого подарка является, конечно же, подписка на наш телеграм-канал. Ну, не будем затягивать, начнем с информации о погоде. Сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от +8 до +15. В заречной группе от 0 до 16 градусов тепла. В южных районах от 6 до 7 со знаком плюс. В Вилюйской группе от +6 до +8. В Нижнеленских от +7 до +9. В западных 3-7 тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов от +9 до +21. В Янских от +15 до +19. И на северо-западе от +3 до +7. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила +14 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики без существенных осадков, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем в Якутске прогреется до отметки +22, +24 градуса. Ну а вместе с летней погодой в Якутии наблюдается нашествие огромного количества черных жуков-усачей, которых в простонародье еще называют стригунами или волосогрызками. Они наводят ужас практически на всех людей, и это неудивительно, ведь их размеры могут достигать 10 сантиметров, да и выглядят они достаточно устрашающе. Существует даже миф, что усачи могут сильно укусить человека или обрить его наголо. Однако это глубокое заблуждение. На самом деле для человека такие насекомые никакой опасности не представляют. Максимум, что они могут сделать, это отгрызть пару волос, но вы этого даже не заметите, ведь делает это жук очень безболезненно. Так что, если на вас села волосогрызка, не паникуйте, просто смахните ее или схватите за усики и сбросьте с себя. Но остается открытым вопрос, чем же обусловлено массовое нашествие этих насекомых в летний период. В целом их активность начинается с середины июня и продолжается до середины августа, но в июле их станет еще больше, так как в это время у них идет период выплода, и в разгаре лета у них начинается массовый лед. Также на размножение жуков влияют лесные пожары, потому что для них создаются лучшие условия для размножения и корма, так как они любят ослабленные деревья. Ну а если после этой информации вы не перестали с опаской относиться к жукам-усачам, то чтобы в разгар лета иметь возможность им противостоять, быстро стряхивать себя или уворачиваться, а если жук летит прямо на вас, естественно, то, конечно, вам не помешает лишний раз потренировать свою концентрацию, ловкость и поддержать себя в тонусе. В этом, как всегда, поможет утренняя зарядка. Давайте ее сделаем. Доброе утро! Сегодня у нас будет небольшой комплекс на растяжку связок ног. Она нам нужна для того, чтобы мы меньше испытывали тяжесть после долгого рабочего дня. Данный комплекс подойдет как и детям, так и взрослым. Исходное положение. Мы уходим с вами вниз. Помним, что мы обхватили колено и с круглой спиной ушли в нижнюю точку. Далее прижимаем правое бедро к животу и с этой точки уводим ее в левую сторону. Левой рукой дожимаем бедро правой ноги, а голова уходит у нас в правую сторону, плечо прижимаем к полу. Удерживаем такое положение от 15 до 20-30 секунд. Вы почувствуете приятное растяжение в области бедра и небольшое скручивание в области верхней части кора. 3, 2, 1. Далее переводим бедро в центр, и у нас будет с вами смена.
Левое бедро переводим в правую сторону. Голова уходит в левую сторону, плечо левое прижимается к коврику, и рука правая прожимает бедро левое в нижнюю точку. Далее прижимаем бедра к животу. С этого положения вытягиваем ножки вверх. Стопа натянута, колено натянуто, и мы будем проводить поглаживающее движение от икроножной до ягодицы и в обратную сторону, разгоняя кровь. Три, два, один. Берем себя за голеностоп. И сейчас пружинистыми движениями притягиваем бедро к животу. 3, 2, 1. Колено сохраняем прямым. Сейчас прижимаем бедро глубже и удерживаем это положение от 10 до 20 секунд. Вы, возможно, почувствуете натяжение и неприятное поддергивание. Когда вы почувствуете поддергивание, слегка натяните больше колена. Хорошо. Вернулись в исходное положение. И с этого положения коленочки сгибаем и с круглой спиной, обхватив либо правое, либо левое колено, уходим в верхнюю точку. Вытягиваем ножки прямо перед собой, стопа натянута, и животом идем к бедру, обхватив стопу. Пружинистыми движениями уходим глубже в нижнюю точку. Сохраняем спину прямой. 3, 2, 1. И уходим в самую нижнюю точку для вас. Удерживаем это положение в течение 10-15 секунд. Закрываем глаза, дышим. Возвращаемся аккуратно в верхнюю точку с прямой спиной, вытягиваемся и уходим в положение бабочка. Пятки ближе к паховым мышцам. Раскрываем бедро и пружиним. Спину сохраняем максимально прямой. 3, 2, 1. И сейчас переводим руки за спину, раскрываем грудной отдел и максимально раскрываем внутреннюю поверхность бедра и удерживаем в самом нижнем положении. Взгляд прямо перед собой, дышим. И с этого положения аккуратно собираем ножки. Выходим в верхнюю точку, группируемся, расслабляем мышцы спины. Остаемся в этом положении некоторое время. И растем позвонок за позвонком в верхнюю точку. Последний приходит голова. Три раза мы делаем движение назад плечами. Ножки шире. И делаем вдох-выдох. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И у нас будет третий благодарственный вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем хорошего дня! Ну а после физических нагрузок, конечно же, необходимо восполнить количество воды в организме. Для нашей страны, кстати, вопрос нехватки питьевой воды, пресной, будем откровенны, никогда особо не стоял, ведь на территории России сконцентрирована большая часть земных запасов пресной воды. Одно вот озеро Байкал чего стоит. В других странах ситуация иная. В той же Африке еще хуже, учитывая климатические особенности. И говоря про эти климатические особенности, сегодня, 17 июня, во всем мире отмечают День борьбы с опустыниванием и засухой, идея которого — содействие в охране засушливых земель. О других датах сегодняшнего дня узнаем далее.
На календаре 17 июня. Сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. По народному календарю Митрофан Навозник. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: без навоза батюшки не жди хлеба от земли матушки. Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет 9 лет. Этот день в истории. В 1880 году в Москве состоялся первый пушкинский праздник. В 1970 году Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. В 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid Corporation, которая стала производить оптическую технику. В 1982 году в этот день поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета К-50 «Черная акула». В этот день родились Цезарь Кассини, французский астроном, геодезист; Игорь Стравинский, русский композитор, дирижер, пианист; Виктор Некрасов, русский писатель; Тигран Петросян, советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам; Леонид Спирин, советский легкоатлет, олимпийский чемпион; Александра Захарова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Именины сегодня отмечают Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Ростислав и Софья. Ну, а мы сейчас поговорим о серьезном. Наркомания – это одна из самых серьезных и распространенных проблем в современном обществе. Наркоманы страдают от зависимости, от наркотиков, которые разрушают их физическое и психическое здоровье, а также оказывает негативное влияние на их семьи, друзей и общество в целом. 19 июня в Якутске состоится всероссийский легкоатлетический забег «Россия без наркотиков». Сегодня у нас в гостях оперуполномоченное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по республике, лейтенант полиции Татьяна Ефремова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, да, обозначили, тема действительно серьезная, но уже многие даже десятилетия, наверное, и во всем мире при этом, да, не только в нашей стране. И насколько, допустим, в Якутии сегодня, ну, вот эта проблема распространена? Да, проблема наркомании в Якутии является стабильно напряженной. Основные наркопораженные районы – это Якутск, Ленск, Алдан, Мирный, Нерюнгри, то есть промышленные районы. Ну, а также территории, на которых произрастает дикорастущая конопля – это Мегино-Кангаласский, Ангинский, Намский, Чурапчинский, Алепнинский, ну и так далее. Ага, ну, в силу географического положения и недостаточно развитой транспортной схемы, наша республика является конечным пунктом в системе поставок наркотиков и не входит в наркотрафик. Проблема наркомании очень коварная, и она обладает латентностью. И не лежит на поверхности, как, скажем, с проблемой алкоголизма. То есть каждый человек может сказать признаки человека, который страдает алкоголизмом. Да? А вот признаки наркомании... Ну, вот как раз, да, я хотел спросить, а как вообще можно распознать человека, ну вот что, да, действительно, он зависимый, и, возможно, как необходимо с ним действовать? Ну, в большинстве случаев человек, который страдает наркоманией, он такой более скрытным становится, неадекватное поведение. Внешне это суженные зрачки, расширенные зрачки могут быть. Ну, одевается он не по погоде, ну, более скрытные такие вещи, независимо от погоды, длинные рукава, резкое снижение веса, бледное лицо, ну, вот такие внешние. Ну, а как помочь? Ну, на сложившуюся ситуацию надо смотреть трезво и как-то постараться помочь и понять, что это болезнь наркомания. И может пройти не пару дней, не неделя, а может занять очень много лет для реабилитации. Ну и постараться как-то помочь близкому человеку в лечении и в реабилитации. Ну а вот есть ли, может быть, какая-то статистика, кто наиболее подвержен, то есть, этой проблеме? Жертвами наркомании могут стать абсолютно все. Но в большинстве случаев, конечно, молодое поколение очень подвержено. Это 16 до 30 лет. И для того, чтобы бороться, да, мы должны объединиться всем обществом. И нами проводится очень много мероприятий, акций профилактических, такие как «Спасем жизнь вместе», «Чистое поколение», МАК на территории Республики Саха-Якутия, «Сообщи», где торгуют смертью. Вот. И также 26 июня, да, мы отмечаем Международный день борьбы с наркоманией. Ну и посвящается
этому легкоатлетический забег. Ну вот, собственно, забег, да, он пройдет уже послезавтра, да, в среду, Да. 19 числа. Ну, почему именно в июне, наверное, потому что и день борьбы. Да, в собственно, 1987 году Международная организация ООН было принято решение. Ага, ну помимо этого еще проходит в июне и месячник по борьбе, получается, антинаркотический месячник. Ну, почему у нас, ну, важно в нем принимать участие людям и вообще, конечно же, ну, почему нужно на нем знать, я думаю, глупо спрашивать, но почему вот участвовать? Это мероприятие нами проводится уже 3-й год. Организаторами являются Министерство спорта и Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха-Якутия. Забег не является коммерческим. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений в Республике Саха-Якутия» и из бюджета нашей республики. Но в этом году забег состоится 19 июня в 7 часов в красивой местности Урдаль-парк. И по возрастным категориям с 12 до 70 лет. Ну, достаточно обширная. Да. Какая-то предварительная регистрация проводится или можно на месте прийти, приехать и сразу участвовать? Так, сейчас уже зарегистрировались уже свыше, примерно 200 человек. И там регистрация была до 16 июня, к сожалению. И все зарегистрированные, да, выдача футболок будет проводиться по адресу Кальвица 1Б с 10 до 6 часов, актовый зал. То есть всем участникам можно подойти, получить свои футболки. Ну вот как, если, допустим, взять там месячник, да, антинаркотический и борьба с наркоманией, вроде как-то сочетающиеся вещи, легкоатлетический забег и борьба с наркозависимостью, да, вообще с этой проблемой, может показаться немного как бы не связанными вещами, хотя понятно, что бег — это здоровый образ жизни и так далее. В целом вообще идея этого забега в чем? Верно подметили, что спорт и наркомания — это совсем разные вещи, но занятие спортом — это реальная альтернатива миру наркотиков. Молодежь, вовлеченная в спортивную жизнь, она менее подвержена аддиктивным проявлениям, будь то сигареты, алкоголь, наркотики. И поэтому в борьбе с наркоугрозой существуют не только карательные меры, найти и наказать, да, но и позитивная профилактика, пропагандирующая здоровый образ жизни, бережное отношение к своему телу, любовь к самому себе. Ну и, наверное, говоря про забег, то есть сейчас вообще последние годы очень много различных забегов проводятся, люди бегают, это хорошо, да, это здорово. Ну и на забегах принято какие-то, как правило, там, финишерам медали, там, Да, такое конечно, предусмотрено? Да. Спортсмены, успешно преодолевшие дистанцию, получают памятные медали финишера, памятные футболки, и победители, призеры на всех дистанциях получат специальные призы. Ага. Ну и такой вопрос по забегам, может, подскажете, не подскажете. Опять же, в забеге сейчас все проводятся общедоступные, любые могут принимать, все желающие могут принимать участие. А при этом, часто участвуют какие-то относительно именитые спортсмены, да, профессиональные бегуны. В этом забеге есть ли участники такой категории? Да, более 200 человек, я думаю, что и спортсмены, и простые люди, и простые граждане тоже участвуют в этом. Ага. Татьяна, спасибо большое за беседу. Действительно, поговорили на тему очень важную и проблемную. Я напомню, что, да, проблема — это не только региона или страны. В принципе, во всем мире она достаточно остро стоит. Поэтому говорить о проблемах нужно, чтобы они решались. Мое личное мнение такое. Я думаю, многие его разделят. Еще раз спасибо большое и успехов в работе. Пусть отлично пройдет забег легкоатлетический. А мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В России вышла в гражданский оборот первая партия лекарства от болезни Бехтерева. Об этом сообщает Минздрав. Препарат стал результатом совместной работы ученых РНИМУ имени Пирогова, Минздрава России, Института биоорганической химии и российского биокада. Напомним, данный препарат был зарегистрирован Минздравом в конце апреля. По результатам клинических испытаний препарат показал высокий профиль эффективности и безопасности. Качество БАДов будут контролировать тщательнее. Регулирование производства БАДов сейчас не совсем такое, как у лекарств. По разным данным, биологически активные добавки и витамины принимают до 92% россиян.
На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, который оградит людей от препаратов ненадлежащего качества и позволит врачам назначать их пациентам. Биологически активные добавки достаточно давно вошли в нашу жизнь. Законопроект в первую очередь поможет обезопасить россиян, которые иногда страдают от некачественной продукции. На время проведения Сахатуймада работы по реконструкции автодороги НАМ Якутск-Намцы-Булус приостановят. Будет открыто четырехполосное движение с покрытием из щебеночно-песчано-гравийной смеси. Участок дороги обеспылят. Об этом сообщает Минтранс. К проведению праздника движение транзитного автотранспорта будет представлено в открытом для проезда четырехполосном движении с асфальтобетонным покрытием. Также к 29 июня для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены барьерные ограждения. Глава Якутска Евгений Григорьев проверил ход масштабных ремонтных работ на набережной имени Романа Дмитриева с территории городского пляжа. Протяженность набережной чуть более 1 километра. Территория включает в себя и зону городского пляжа протяженностью 370 метров. В проекте благоустройства в зоне отдыха вдоль набережной предусмотрены скамейки, мусорные урны, качели с навесом, тренажеры, сцена для активного отдыха граждан. Вдоль набережной обустроят пешеходные дорожки, велодорожку, освещение, озеленение. Предусмотрено благоустройство территории городского пляжа с устройством тротуарной зоны, установкой малых архитектурных форм различного назначения. На пляже обустроят локальные душевые и мойки для ног, автономный общественный туалет. Имаджинариум и башня 46 семей Мирнинско-Нюрбинского комбината прошли квест и получили подарки. Сотрудники и их дети встретили лето логическими загадками и кроссвордами. Большинство задач требовали знания о Мирном и его истории. Также участники расшифровали песни и стихи. Семьи отгадали 10 зашифрованных локаций и сфотографировались на них. Настольные игры правком вручил всем участникам, а бонусные призы получили 3 семьи, победители номинаций. Их наградили за скорость выполнения квеста, лучшее фото и оригинальную подачу. Квест в честь Дня защиты детей организовали Совет молодых специалистов и правком. «Испытай свое тело на прочность». Сильнейшие спортсмены Якутии приняли участие в чемпионате республики по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. Соревнования включают 2 дисциплины – троеборье и классическое троеборье. Мужчины разделены на 8 весовых категорий от 59 до 120 килограммов и выше. В женском дивизионе представлены 7 весовых категорий от 52 до 84 килограммов. Чемпионов и призеров наградили медалями и грамотами. Отметим, что в республике отмечается большой интерес к пауэрлифтингу. Многие спортсмены приходят в этот спорт случайно и остаются надолго. Сначала я просто тренировалась фитнесом, качалась. Потом подумала, нужно попробовать именно спорт, ощутить его. Вот. И так получилось, что у меня стало получаться. И как-то затянуло. И именно сам процесс выступления очень эмоционально яркое впечатление производит. Я ходил в тренажерный зал и почувствовал, что есть сила, что я могу соревноваться, я могу конкурировать. И решил себя попробовать. Пришел в 2008 году еще ребенком в 14 лет в тренажерный зал, потом занялся пауэрлифтингом. Вместе мы уже 15 лет, с самого начала были вместе, тренировались вместе. Это «Утро Якутии». Вместе с вами встречаем понедельник. И сейчас хотелось бы поговорить про очень важный для нас и в целом достаточно волшебный музыкальный инструмент хомус. Его возраст составляет более 5000 лет. И в Якутии это не просто инструмент, а настоящий символ национальной культуры народа Саха. Несмотря на малый размер и очень простое строение, своим звучанием он способен передать все многообразие нашего мира. Поэтому, во-первых, давайте немного насладимся этим невероятным звучанием, а также узнаем побольше о хомусе.
Мастерски владеющая техникой игры хомусист Марианна Хабусарова в преддверии национальных праздников ИСЭХ подробно рассказала про великолепный, загадочный, поющий инструмент Якутии – хомус. Мистичность якутского хомуса заключается в том, что для игры на нем требуется полное сосредоточение. Только в этом случае достигается гармония звучания, и музыка воспринимается не только ушами, но и всем телом. Звук хомуса по тембру и звучанию во многих созвучно национальной манерой пения. Ведь горловое пение часто встречаемся среди народов Сибири, имеет много общего с игрой на якутском хомусе. Особо внимание заслуживает вплетение в музыке речи, когда хомусист как бы не поет сквозь варган. Слившийся с варганом хомусист сам становится на время музыкальным инструментом. В своих ритуалах шаманы использовали в основном инструменты с низким раскатистым звучанием. Считалось, что звук хомуса соткан из космических вибраций, является инструментом, связывающим миссия человека с верхним миром. А якутский хомус и сегодня сохраняет свое сакральное значение, используется в различных ритуалах. Поэтому в Якутии это не просто инструмент, а настоящий символ национальной культуры народов Республики Саха-Якутия. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Ну, конечно же, история таких фундаментальных вещей достаточно изучена, и узнать о ней по большей части не составляет никакого труда. Другое дело — истории людей. Простых людей, которые живут рядом с нами. Порой их истории, как и поиски этих историй, превращаются в настоящее приключение. Вот и история, которую мы сейчас поведаем, началась еще в прошлом веке, а в наши дни получила продолжение. И это не только рассказ о любви, но и напоминание нам всем о скоротечности жизни и умении хранить в памяти историю своего города, своего края. Эта история началась с собаки по имени Ума. В один из дней на даче близ Якутска она откопала бутылку с запиской. Время от времени находим дырки где-нибудь. Да. В этот раз она начала рыть вот здесь вот место, вот здесь вот прямо, делать подкоп. Мы думали, может, мышку увидела. И вот записка тут как раз вот такая. Ну, нашли вот эту вот бутылку. Бутылка такая зеленого цвета была. И вот наша красавица. Сейчас опять, наверное, рыть будет что-нибудь. Видите? Я такая думаю, может, там еще что-нибудь зарыто. Ценное. Да. Вот. И этот...
Кто найдет эту писанину, просим послать по адресу Новокурашова, 59. Пак Николаю, 17 лет, и Спининой или Спицыной Аллы, 17 лет, звездочка такая. И самое, что меня больше всего вот прям так вот, поразило, как-то задело, тронуло, это вот мы, то есть Коля и Алла, сильно любим друг друга. Это как-то, господи, какой романтик, прям сериал какой-то самый настоящий. Но оказалось, что улицы под таким названием в современном Якутске нет. И женщина обратилась за помощью к нам. В свою очередь мы начали спрашивать у старожилов и знатоков города. Но и они не припомнили, что такая улица когда-то была. За поиски по нашей просьбе взялся молодой специалист Музея истории Якутска Дмитрий Руфов и даже вызвался поехать с нами на место обнаружения находки. В книге Пантелеймона Пантелеймоновича Петрова как раз-таки вот указывается список улиц, которые существовали вот с 61 по 65 год, то есть там есть в этих списках улица Новокурашова. Осталось выяснить, когда и как была потом переименована улица. И тут Дмитрий быстро находит ответ. Там вот сведения были, то, что Новокурашова 2 переименовано в 77-м в Осямово. А значит, была еще какая-то часть Новокурашова. То есть в 1977 году Новокурашова была переименована и названа именем героя Советского Союза летчика Сергея Осямова. И вместе мы направляемся по этому адресу. Вдруг найдем автора записки. Мы сейчас находимся на бывшей улице Новокурашова. Сейчас она называется Осямова. И ищем дом номер 59. Но, скорее всего, здесь такого дома нет, потому что улица короткая. Ну и, наверное, когда переименовали улицу, и нумерация домов наверняка изменилась. Так и оказалось, дома под номером 59 не существует. И мы решаемся постучаться в любой из дворов. Авось повезет. Собаки есть, людей не видно. После нескольких неудачных попыток нам неожиданно везет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с телевидения ищем людей, которые здесь давно живут, которые могут знать семью Пак или Спицыных. Вы знаете таких? Спицыных не знаю. Пак семью я знала раньше, но их сейчас здесь нет. Они не живут здесь. А где они примерно жили? Они жили, родители жили там, вот по той улице в конце, домов этих уже нет. А сам сын Пак на той улице жил одно время. Коля мой одноклассник был. Да вы что? Да. Вот, мы нашли сейчас. А где он сейчас? В Москве он. Давно уже, много лет они живут в Москве. Да вы что? Родители умерли, а он с семьей живет в Москве. Вот тогда это мы его записку нашли. Вы его записку нашли. А вы с ним связь держите? Нет. О, нет. Вот смотрите, вы, может, почерк узнаете, раз он ваш одноклассник? Я не помню уже. Да? Здесь это 19. Вот смотрите, написано. Здесь написано. Алла это его бывшая жена. Да вы они поженились? Да, они поженились, и потом они развелись, у них сын родился, он одноклассник моего старшего сына. Ой, спасибо большое, можно я вас обниму? Я сейчас прослезюсь. Пожалуйста. Остальное оказалось делом техники. Наталья Николаевна, уже зная, кем и где работали Николай и Алла, сама находит их контакты, созванивается, и они подтверждают, что в 1968 году они действительно написали эту записку и закопали в землю во время отдыха на природе. Не зря все-таки зверюга откопала эту записку. Я вообще не могу. Мне прям эмоции меня переполняют. Сегодня всем где-то своим. Большое вам спасибо, что не оставили без внимания маленький клочок записки, где я писал в далеком 1968 году. Мы писали с Аллой, но жизнь сложилась так, что мы расстались. В 1969-м я ушел служить на флот. После службы вернулся в родную Якутию. Учеба, служба в МВД Якутии, впоследствии в МВД России. Вышел на пенсию полковником. Слава Богу, все хорошо. Семья, дети, внуки. Спасибо вам еще раз большое. Вам всех благ. Всего доброго. Так завершились наши поиски, которые, надеемся, принесли приятные минуты воспоминаний авторам записки. Ну а мы узнали и открыли вам еще одну малоизвестную страницу из истории улиц города Якутска. Туяра Филиппова, Станислав Потапов, Якутск.
Ну, а долгожданное лето для многих из нас, это, конечно же, пора отпусков. Хочется насладиться солнечными днями, свежим воздухом, ну и, конечно, долгожданным теплом после такой-то затяжной зимы. Если есть возможность, можно насладиться и другими прелестями лета, отправившись в путешествие. Самый распространенный способ, конечно же, купить путевку. Но бывает такое, что по тем или иным причинам, независящим от нас, мы не можем воспользоваться уже купленной путевкой. Причин может быть огромное множество, тем не менее, вот ситуация. Отправиться в путешествие не получилось. Можно ли за это вернуть деньги? Давайте послушаем советы нашего юриста о том, как поступать в такой ситуации. Здравствуйте. Сегодня рассмотрим ситуацию, при которой вы оплатили услуги туроператора к месту проведения отдыха, однако он не состоялся по уважительным или независящим от вас причинам. Что делать в такой ситуации и как вернуть оплаченную сумму? Для начала следует знать, что взаимоотношения между гражданами и туристическими операторами регулируется, в частности, законом о защите прав потребителей, что дает вам дополнительные гарантии и компенсации. Во-первых, для начала следует обратиться к туроператору с письменным заявлением о расторжении договора и о возврате оплаченной стоимости, в котором нужно подробно описать свою ситуацию и четко сформулировать свои требования. Заявление следует подать с отметкой туроператора о его получении или направить по почте заказным письмом с описью вложения. Далее, если ответ на заявление по истечении 30 дней вами не получен или ответ вас не устраивает, вы можете обратиться с жалобой в Ростуризм, прокуратуру или суд. В исковом заявлении в суд необходимо будет изложить обстоятельства дела, сформулировать свои требования, а также приложить к иску все необходимые доказательства ваших доводов. Перед подачей иска необходимо будет решить вопрос с государственной пошлиной. Если сумма вашего иска не превышает 1 миллиона рублей, то она не оплачивается. Если же размер вашего требования выше указанной суммы, то пошлину нужно будет оплатить, исходя из размера, превышающего 1 миллион рублей. Также до подачи иска один его экземпляр необходимо будет направить в адрес ответчика, в данном случае туроператора, по почте, либо вручить ему нарочно. Только после этой обязательной процедуры иск может быть подан в суд. Если сумма иска не превышает 100 тысяч рублей, то иск вам следует подать в мировой суд. Если же превышает, то в районный суд по месту вашего жительства или по месту нахождения ответчика. Помните, что помимо возврата стоимости тура, согласно закону о защите прав потребителей, вы будете иметь право также на выплату штрафа в размере 50% от присужденной в пользу потребителя суммы. После подачи иска необходимо будет ожидать извещения суда о дате рассмотрения дела, принять участие в нескольких судебных заседаниях, поддержать свои доводы, изложенные в исковом заявлении, и дожидаться решения суда, которое зачастую выносится в пользу потребителя. На этом все. Знайте свои права и до свидания. Ну, покупка путевок – это, безусловно, затратное дело. Некоторые люди, прежде чем потратить такую сумму, много размышляют, анализируют, прикидывают финансы. Кто-то к этому дополнительно прикладывает и астрологический прогноз. Если в этих словах вы узнали себя, то для вас прямо сейчас гороскоп на всю неделю. Овен. Представителям знака на этой неделе может не слишком повезет в плане дел сердечных, но зато на работе вам повезет куда больше. Возможно, вы сможете закончить те дела, к которым раньше не смели даже приступить. Используйте этот шанс и постарайтесь в эти дни решить проблемы, которых раньше боялись. Телец. Тельцам на этой неделе лучше особо не напрягаться в плане общения с друзьями и близкими. Лучше посвятить время работе и достижению целей, о которых давно думали. Поработайте над проектами, которых давно избегали. В эти дни у вас есть шанс решить множество проблем, которые заставляли вас нервничать в последнее время. Близнецы. Море приятных впечатлений и хорошее настроение ожидают на этой неделе представителей знака Близнецы, особенно женщин, которые в этот период будут испытывать просто неимоверную тягу к общению. Повышенный энергетический потенциал поможет вам решить кучу разных дел, завести много новых знакомств и не только. Рак. Раков на этой неделе ожидает немало сюрпризов. Более того, могут даже сбыться мечты, касающиеся работы и продвижения по службе. Лев. Львы будут чувствовать неимоверный прилив энергии и станут куда более решительными. При должном использовании этого потенциала вы сможете многого добиться и даже улучшить свое материальное положение. Вот только не стоит надеяться на фортуну. Она вам не поможет. Помогут лишь труд и ответственность. Дева.
Девам на этой неделе будет нелегко. Неуверенность и постоянное присутствие ощущения, будто вот-вот что-то должно пойти не по плану, будет преследовать вас по пятам. Но не дайте этому чувству поглотить вас. Старайтесь держаться позитивного настроя и просто живите как раньше, и тогда все будет хорошо. Весы. В плане работы весам на этой неделе повезет не так сильно, как представителям других знаков. Но зато в делах сердечных и в отношениях с представителями противоположного пола ситуация будет складываться иначе. Вы сможете наладить отношения и даже исправить ошибки, что были совершены вами ранее. Скорпион. Скорпионам на этой неделе будет нелегко. Возможны разногласия с людьми из окружения. И более того, возможно, даже с коллегами придется поспорить. Звезды рекомендуют держать себя в руках и поменьше возражать, ибо все эти споры, скорее всего, приведут к конфликтам, что скажется на вашей работе и будущем в целом. Стрелец. На этой неделе стрельцов будет сопровождать удача повсюду. В начале периода вы сможете успешно реализовать все свои планы, связанные с карьерным ростом и предпринимательством. Особенно вам помогут дипломатичность, ловкость и умение вовремя использовать компромиссные ситуации себе на пользу. Козерог. Козероги почувствуют прилив энергии и уверенность в себе. Используйте эту энергетику и постарайтесь поделать побольше важных дел на этой неделе. Возможно, вы даже сможете добиться результата, на который и не рассчитывали. В выходные постарайтесь ни с кем не спорить. Велика вероятность конфликтов. Водолей. В данный период времени придется столкнуться с большим количеством проблем. Возможно, разногласия с коллегами по работе и даже со второй половинкой. И более того, ситуация может оставаться напряженной даже на следующей неделе. Будьте готовы к реальным испытаниям. Рыбы. Рыбам в начале недели придется столкнуться с обстоятельствами, в которых сами же они и будут косвенно виноваты. Но зато уже к середине периода все наладится, и ситуация может стабилизироваться. Главное, будьте максимально терпеливыми и не впадайте в депрессию, ибо это может усугубить ситуацию. Сохраняйте позитивный настрой. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Счастье в каждый дом. Волонтеры движения «Помоги выжить» провели ярмарку, где пристраивали домашних животных. Каждый желающий мог взять себе питомца, проконсультироваться с волонтерами по вопросам стерилизации, вакцинации и всему, что связано с уходом. Отметим, что животных отдавали строго по договору. Все питомцы прошли ветеринарный осмотр, вакцинацию и полностью здоровы. А востребованными животными стали щенки. Новоиспеченные их хозяева признаются, что верная собака станет для них отличным товарищем и надежной охраной. Отрадно видеть, что в последнее время изменение прошло вот в сознании людей. Люди стали у нас добрее, берут животных. Но чаще почему-то всегда это не как бы за пределами что республики. Хотелось, чтобы наши жители тоже были более такие внимательны к нашим животным, к нашим братьям младшим, меньшим. Было бы очень хорошо, если бы простые люди подошли бы и просто бы взяли бы животных себе домой и приучали. Ведь когда у детей в доме есть животные, дети растут, они более добрее. Международный олимпийский комитет опубликовал первый список из допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из России и Белоруссии. Уточняется, что в первый список вошли велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов, борцы Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Руслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Астаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумякова, Алена Касабиева, Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте. В Якутске провели тренировочное мероприятие, направленное на проверку процедуры порядка пропуска на церемонию открытия игр «Дети Азии». Как сообщает Международный комитет игр, тестовые мероприятия являются ключевыми элементами подготовки к масштабному событию. В ходе тестирования отработаны основные процедуры пропуска участников и зрителей на церемонию открытия, а также перевозка сборных команд от деревни спортсменов до стадиона Туймада. В тренировке приняли участие волонтеры нескольких функциональных направлений, которые примерили на себе роль спортивных делегаций. В Мирном бассейне культурно-спортивного комплекса закроют на плановый ремонт, но только на 2 недели и по очереди. С 17 по 30 июня работы пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп», а с 1 по 14 июля в «Кристалле».
так что любители поплавать без досуга не останутся. Пока мирнинцы проплывают дистанции в одном бассейне, в другом рабочие заменят воду, отремонтируют насосы, почистят фильтры и залатают емкости. Якутский фильм «Легенды вечного снега» режиссера Алексея Романова получил гран-при второго международного кинофестиваля в Бишкеке. Фильм является продолжением дебютной короткометражной работы 1986 года «Маппа». Получил гран-при и денежный приз в размере 500 тысяч сом. Продюсерами фильма выступили Сардана Савин и Алексей Егоров. На фестиваль приехали более 70 гостей из 26 стран мира и около 200 кинематографистов. В рамках кинофестиваля показали более 30 фильмов. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо, Сергей. Ну а мы продолжаем и поговорим, тоже такая важная тема, интересная, это изучение языка. Без языков сейчас никуда, говорят преподаватели, и хоть эта фраза немного уже раздражает, в целом они правы. Современный мир движется очень быстро, и без английского языка сейчас действительно никуда. Детей учат английскому языку уже с пеленок. Сейчас практически каждый школьник умеет изъясняться на английском языке и не пропадет, оказавшись за границей. А вот что делать взрослым? Как начать учить язык в осознанном возрасте, как до совершенства довести свой London is the capital of Great Britain? Сегодня обсудим эту тему с преподавателем английского языка Киней Иннокентьевой. Киней, доброе утро. Доброе утро. Ну вот вопрос, да, я уже, в принципе, обозначил тему, да, это изучение английского взрослыми людьми, да и, может быть, не только английского в целом, языков, да, иностранных. Вот с чего стоит начинать эту вот эпопею для себя? Потому что, мне кажется, все-таки изучение языка — это действительно для человека целая эпопея. Да, я полностью согласна с вами. Это очень тяжело, особенно делать это во взрослом возрасте. И я бы начала с поиска учителя, потому что без учителя это очень тяжело сделать, и это может затянуться на годы. Но если у человека, допустим, нет пока возможности именно заниматься и записаться к учителю, как-то можно, ну, понятно, что учитель важен, нужен, но пока он ищется, пока не получается найти, какими еще средствами можно компенсировать его отсутствие? Я бы не стала изучать грамматику самостоятельно, потому что можно только запутаться. Я бы пополняла словарный запас, то есть учила бы новые слова. Как это можно сделать? Например, можно смотреть ролики учителей английского языка в соцсетях. Сейчас очень много разных роликов, классных, интересных. И либо я бы смотрела сериалы. Например, я бы смотрела сериал, не знаю, если какое-то незнакомое слово, записывала бы его в тетрадку и так пополняла словарный запас. Потому что если у вас хороший словарный запас, то вам легче строить предложения, выражать свои мысли, говорить. Ну вот другой вопрос, скажем так, уровень, да, до которого можно дойти в изучении, потому что если взять, к примеру, тот же самый спорт, если начать заниматься им там, в 35, вряд ли ты уже станешь профессиональным спортсменом, очень маловероятно. Ну, разве что это какой-то вот там что-то из шахмат и такого образа, не требующего физической активности. С языками как? Если во взрослом возрасте начать его учить, возможно ли дойти до какого-то, ну, действительно очень хорошего уровня владения им? Да, конечно, возможно. Смотрите, у детей есть такое преимущество, то, что до 4-5 лет у них, в принципе, мозг формируется так, то, что им легко схватывать иностранные языки. То есть даже можно дойти до такого, что английский будет как второй родной язык. И много таких детей. Но у взрослых есть одно такое преимущество, то, что взрослые изучают язык осознанно. Поэтому они ходят на занятия постоянно, не пропускают, они выполняют домашние задания. И вот эти все усилия, они дают результат, конечно. Я не говорю о том, что уровня носителя, но достаточно хорошего уровня можно достичь вполне. Ну вот вернемся к учителю. Мы его нашли. Опять же, типы занятий существуют, ну, индивидуальные, групповые. Есть ли какое-то преимущество одного над другим или лучше совмещать? Да, вот меня всегда спрашивают этот вопрос. Смотрите, индивидуальные занятия подходят двум типам людей. Первый тип людей — это те люди, у которых такой, знаете, гибкий график, я бы сказала. Да? У меня, например, занимаются предприниматели, и они не могут приходить на занятия в час дня, потому что у них это час пик. И поэтому, например, они приходят в 9 утра. Да? Также второй тип людей — это такие люди, которым больше нравится один на один, да, то есть они более такие скрытые, может быть, не совсем разговорчивые, им вот прям очень классно на индивидуальных занятиях.
А на групповых занятиях, мне кажется, не подходит большинству людей, потому что это комьюнити в первую очередь. Нам, взрослым людям, где нам найти друзей? Вот как раз на курсах английского, мне кажется, это лучшее место. У меня есть студенты, которые 5 лет назад познакомились на моих курсах и до сих пор дружат. Представляете, там кто-то переехал из Якутска в Москву, ездит друг к другу в гости, там, да, проводят вместе время. И мне кажется, вот это вот как раз-таки огромный плюс групповых занятий. Ну и плюс это практика со многими людьми. То есть это ты не только с одним учителем один на один разговариваешь, это и 5, 6, 7 человек. Вот говоря про многих людей, да, очень хорошая практика — это когда ты разговариваешь и общаешься непосредственно с носителем языка. Вот насколько этот момент очень важный? Возможно ли выучить английский хорошо, не общаясь ни разу в процессе обучения с носителем? Я знаю таких людей. Я знаю людей, у которых шикарный уровень английского, и они никогда не покидали Россию, нигде не были. Как они это добивались? Они ходили также на курсы к классным учителям, к профессионалам, потому что быть профессионалом — это не обязательно быть носителем языка. И также они очень много сами занимались. Читали, слушали музыку, смотрели фильмы. Мы сейчас живем в 21 веке, и у нас есть эти ресурсы, почему бы ими не воспользоваться? Поиск учителя тоже очень важный момент. Мы как бы говорим, да, обучение, а сам учитель, как его найти, на что обращать внимание, какие критерии человек может к нему предъявлять? Мне кажется, конечно, это зависит от каждого человека. Например, кому-то важно, чтобы у человека было профессиональное образование, кому-то важно, чтобы у человека там был самый высокий уровень языка. Но мне кажется, самый главный фактор — это то, чтобы вам с человеком было комфортно. То есть вы будете проводить вместе 2 раза в неделю минимум на протяжении 3-6 года, там, да, и вам нужно, чтобы этот человек вам хотя бы нравился, как был приятен как человек. Это первый фактор. И второй фактор, я бы посмотрела на это больше, то есть эмоциональная точка зрения, приятность с человеком, и с такой практичной точки зрения. Например, сколько у этого человека таких случаев, как вы, да? Допустим, я говорю классно на английском, но я не возьму ни за что 12-летку, 14-летку, потому что я не знаю, как работать с детьми. Я работаю только со взрослыми. И поэтому, как бы я ни старалась, я не смогу дать этому ребенку такой результат, какой бы дал бы, например, специалист, который работает с детьми. И также, например, для тех, кто работает с детьми, они также не смогут учить взрослых. Поэтому я бы смотрела именно на статистику, сколько у этого человека было таких же людей, как вы, потому что тогда вероятен шанс, что он вам даст хороший результат. Другой вопрос касается частоты занятий. То есть, опять же, аналогию со спортом я приведу, что вот если мы ходим в фитнес-зал, рекомендуется минимум 3 раза в неделю его посещать. С английским языком такая же история, или можно как-то вот как удобно, так и ходишь, это не повлияет особо на скорость изучения? Я бы сказала так. Я сама тоже как человек, который, например, изучал немецкий во взрослом возрасте, я ходила 3 раза по 1,5 часа, и это прям вообще классно. Но с другой стороны, сколько у нас, у взрослых людей, есть такого свободного времени? К сожалению, не так много. Поэтому я бы сказала то, что вы должны выбирать, исходя из вашего графика, но это нужно делать регулярно. Допустим, если вы ходите 1 раз в неделю, ну ходите 1 раз в неделю постоянно. 2 раза в неделю, 2 раза в неделю постоянно. Выполнять домашние задания. Я бы посоветовала где-то 2 раза в неделю и выполнение домашних заданий. Оптимальное такое. Да, такое оптимальное, мне кажется, то, что это подойдет большинству людей. И завершая беседу, сегодня мы говорим про то, что технологии, да, интернет, вы сами это сказали, что возможностей много. Один из путей изучения языка — это различные приложения или сервисы. Да? Вот насколько они эффективны? Я скажу это с позиции учителя и с позиции ученика. Наверное, начну с позиции ученика. Я вот, как упомянула, изучала немецкий, купила классное приложение. Вот оно прямо классное приложение, там все было хорошо. Сколько раз я его открыла? Купила подписку на 3 месяца и открыла его 2 раза. Да? Я просто так потратила 1000 рублей, могла бы на что-то другое потратить. Да? Поэтому, наверное, это зависит от человека. Может быть, я не тот человек, который открывает приложение. Но зато, например, сколько раз я послушала музыку на немецком, там, посмотрела видео. Для меня, вот, например, это более эффективнее. А с позиции учителя, например, я смотрела на такие приложения, как Duolingo, да, они все тоже, в принципе, неплохие, но там предложения немножко оторваны от реальности. Там что-то типа а-ля «я гуляю с мартышкой»,
ну, как бы, кто это скажет во взрослом возрасте? На занятиях с учителем вы же учите язык как-то не в отрыве от реальности. То есть у вас есть то, что вы описываете свою ежедневную жизнь. Да, сопоставление есть. К сожалению, в приложениях оно не такое. Ну, вы вот тогда что, не гуляете с мартышками, учите все-таки с живым человеком. А живое общение все-таки оно и, соответственно, усваивается лучше, мне кажется. Потому что когда ты сидишь с механизмом, так же, как вопрос с электронными книгами, вероятно, то, что держать книгу в руке настоящую, это совсем другое, и как будто бы даже произведение усваивается совершенно по-другому. Кеней, спасибо вам большое за эту беседу. Друзья, действительно, языки учить нужно, как минимум, просто для саморазвития, потому что чем больше языков ты знаешь, тем больше ты и других культур знаешь, а чем больше других культур знаешь, тем полноценнее, возможно, ты становишься. Вам всем отличного дня, хорошего настроения на этот день. Завтра мы вновь увидимся в этой студии. До встречи.